Начинаем новый рабочий день, последний рабочий день этой недели вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В студии работает Павел Танин. Вместе с вами сегодняшний день начнем, узнаем много интересного, полезного, ну и, собственно, вкратце, о чем же будем сегодня говорить. Туризм или испытания? По данным Ростуризма, за последние 10 лет туристический поток в Арктику вырос более чем в 1,6 раза. Арктика и северные регионы Якутии являются привлекательным направлением для искушенных туристов, хотя из-за низких температур и пустынных ландшафтов северные территории одни из самых неприспособленных к гостям. В этом году весной выпало максимальное число осадков. Как обильный снежный покров повлияет на прохождение ледохода, узнаем у нашего коллеги Дмитрия Тымырова, который выйдет в прямом эфире со студией и расскажет о последних данных. 19 мая называют днем рождения пионерской организации. В советское время это был один из главных праздников школьников от 9 до 14 лет. Сейчас эта дата объединяет всех, кто сохранил память о том, как был пионером, кто знает и помнит историю своей страны. Нам песня «Строить и жить» помогает. Впервые на телеканале «Якутия-24» проходит песенный конкурс «Вот это да» с участием вокалистов из промышленных районов республики и города Якутска. 21 мая состоится финал конкурса, где определятся лучшие исполнители по мнению жюри. Обо всем этом в ближайший час. Ну и традиционно начнем наш эфир, конечно же, с информацией о погоде. По данным УГМС, сегодня в центральных районах температура воздуха от +2 до +3, в заречной группе от 1 до 6. В южных от 3 до 5, в Вилюйской группе -1, +1. В нижнеленских районах 0, +1, в западных +1, +2. В Колымо-Индигирской группе улусов от -2 до +11. В Вянских районах -4, -3, на северо-западе -6, -1. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила +3 градуса, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем к концу дня ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +13. Нам песня «Строить и жить» помогает. Впервые на телеканале «Якутия-24» проходит песенный конкурс «Вот это да» с участием вокалистов из промышленных районов республики и города Якутска. Уже в это воскресенье, 21 мая, состоится финал конкурса, где определят самых лучших исполнителей по мнению жюри и по мнению телезрителей, которые смогут проголосовать в течение эфира за понравившихся исполнителей. И в течение недели каждый выпуск мы разыгрывали пригласительные на прямой эфир в воскресенье, на присутствие, возможность присутствовать на финале лично. И сегодняшний день не исключение. Сегодня также мы приготовили для вас вопрос, на который вам нужно будет ответить на нашем канале в Telegram. И ссылку на него вы видите на своем экране. Также можете просто отсканировать QR-код и попасть прямиком на наш канал. Там увидите вопрос, и в комментариях к нему нужно будет оставить ответ. Надеюсь, что он будет правильный и у вас все получится. Вопрос звучит следующим образом. Какие существуют вокальные жанры? К слову, 2 из них как раз и исполняли все конкурсанты проекта «Вот это да». Ну а мы продолжаем двигаться дальше. Весна набирает обороты, уже даже лето почти на носу. Весной для жителей города появляются желанные места для посещения, например, водопады около Еланки, подснежники около Табагей, в окрестностях города. В этом году достаточно интересным местом стал мост через реку Кинкеме по Вилюйскому тракту. И вот наши коллеги в минувшие выходные отправлялись туда, чтобы лично посмотреть, что туда притягивает отдыхающих. Вот, собственно, мы видим эти прекрасные виды. Мне кажется, вживую увидеть это, конечно же, будет незабываемо и останется в памяти на долгие годы, даже хотя бы если один раз приехать. А если ездить сюда каждую весну, например, мне кажется, тоже будет очень замечательно.
особенно прекрасно вот это течение водоема, реки, но тем временем, говоря про реки, Комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики продолжает мониторинг за паводком. По вчерашней сводке на реке Лени протяженность ледохода составляет 620 километров. За сутки ледоход продвинулся на 300 километров. На реке Алдан нижняя кромка вышла в устье. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 километрах ниже города Вилюйска. На реке Колыма ниже поселка Зырянка затор льда сохраняется. Отметим, что сотрудники МЧС были направлены в населенные пункты, находящиеся в наиболее опасных зонах паводка. И у нас прямо сейчас на прямой связи наш коллега Дмитрий Тымыров, у которого есть свежие данные. Дмитрий, доброе утро. Давай сразу сходу, какова ситуация по паводку на данный момент? Доброе утро, коллеги. Как вы видите, сейчас мы находимся на территории летней переправы Дар-Кылах. Здесь вот этот вот кармашек уже очистился ото льда, а сам ледоход, как вы видите, проходит там вдали. То есть это вот чудо явление природы, уникальное явление природы весенней. Вы можете посмотреть именно здесь, приехав с территории летнего летней переправы. Ну а более подробно, как проходит ледоход в этом году, мы сейчас, конечно же, узнаем у нашего специалиста. Это у нас Вячеслав Шахиров, заместитель начальника Якутского гидромедцентра. Вячеслав, доброе утро. Ну, расскажите вообще актуальную информацию на сегодня, как проходит ледоход, где он сейчас находится, и вообще в целом, есть ли какая-то, опасная ситуация или из этой серии что-то? Доброе утро. Ледоход у нас сейчас проходит, скажем, в штатном режиме. Нижняя кромка наблюдается у нас уже в Намском районе. В районе города Якутска у нас проходит густой ледоход, по последней информации. И нами была выпущена вчера информация о неблагоприятном явлении, о том, что в районе поселка Табага, и города Якутска у нас ожидается выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности. Отметка неблагоприятное явление в Табаге это 750, а в районе Якутска это 500 сантиметров над нулем поста. По последним данным получается, что в Табаге уже превышена эта отметка. Уровень составляет на 4 часа утра 808 сантиметров, превышена на 58, идет подтопление пойменных участков. А в городе Якутске уровень составляет 524 сантиметра. И уровень продолжит подниматься в ближайшие сутки. Так что есть возможность подтопления микрорайона Дар-Кылах. Вообще вскрытие в этом году очень достаточно интересное. У нас очень рано вскрылись малые реки. И мы все видели, что они вышли из берегов. Были потоплены населенные пункты, жилые дома. Также размыты были дороги регионального и поселкового значения. Сейчас эта вода пошла уже на убыль. Теперь у нас идет главная река, наша главная водная артерия, это река Лена. Уровни проходят, то есть вскрытие проходит при уровнях выше нормы, где-то порядка на 2-2,5 метра выше. Идем практически на грани высоких уровней. Дальше, если погода нам позволит, то мы уже послезавтра ожидаем уже ледоход в Копяйском районе у поселка Сангары. Сегодня там должны быть подвижки. Еще также нами выпущен вероятностный прогноз, консультация по реке Амга о том, что в связи с формированием снегодождевого паводка в верхнем течении реки Амга в ближайшие сутки двое у нас будет рост уровня продолжится. Я дал отметки 880-925 сантиметров. Предполагается, что уровни достигнут опасной отметки, которая составляет 925 сантиметров. И вследствие продвижения волны паводка на участке Буяга-Амга ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. И предварительная консультация будет у нас уточняться в ежедневном специализированном гидробюллетене и штормовыми предупреждениями. Что еще можно сказать по реке? Я вас перебью, А вот в этом году снежных запасов было очень много. Это как-то повлияло на летний, этот паводок? Конечно, повлияло. У нас раньше вскрылись эти малые реки, пошли, были высокие уровни. И сейчас по Амге, по Алдану проходят достаточно высокие уровни воды. Конечно, снегозапасы здесь сыграли роль. Сейчас в Амге, я выше сказал,
из-за того, что прошли осадки недавно очень большие, выпало в общей сложности более 15 миллиметров осадков, и поэтому сейчас там ожидается уже как бы вторая волна половодья, будет достаточно высокий уровень. А летний сезон вообще что прогнозирует? Лето будет дождливое, сухое? Ну, по предварительным прогнозам наших коллег из ДБ в Нигме, получается, что летние месяца, июнь, июль, август, ну, будут достаточно засушливыми. То есть осадков ожидается меньше и около нормы. А по поводу, вот есть уже информация о том, что у нас открылись в каких-то районах паромные переправы. У нас вообще вот что по этой части говорят у нас Минтрансе и вообще вот ну, в этих министерствах, ведомствах? Ну, по последней информации от Министерства транспорта Республики Саха-Якутия, паромная переправа вот, Якутск-Нижний Бестях должна открыться в период где-то с 23 по 25 мая. Ну, все будет зависеть от ледовой обстановки. Какая будет ледовая обстановка? Ну, будет редкий ледоход, скорее всего, она уже откроется. А на сегодня, получается, я так понял, у нас подушки ездят уже по территории, ну, с городского пляжа, соответственно, и, соответственно, уже полярные авиалинии, наверное, тоже летают. Ну, а я хочу сказать нашим зрителям, если вы хотите понаблюдать за ледоходом, за этим как бы необычным природным явлением, то вы можете, конечно же, ездить на Табагинский мыс, на Кангаласский мыс, откуда открывается красивый вид на нашу реку Лена. Так что можете ездить сейчас вот в пригороды, за город и так далее и наблюдать за этим ледоходом. Густой ледоход, как мы видим, здесь уже проходит под городом Якутском. Еще раз напоминаю то, что мы сейчас находимся на территории летней переправы Даркалаха. И вот еще раз давайте покажем. Сема, покажи. У нас вот идет такой густой ледоход. Здесь вот этот кармашек, поэтому он здесь как бы очистился, а сам ледоход вот проходит у нас вдали. Ну, как нам уже сообщили, ледоход у нас, скорее всего, вот это пройдет быстро. Мы надеемся, то, что уже буквально со следующей недели паром будет ездить туда-сюда, и у нас получится, есть возможность поехать по ту сторону и отдыхать на природе. Ну, на этом у меня все. Более актуальная информация будет у наших коллег из новостей. На этом у меня все, коллеги. Спасибо. Дмитрий, спасибо за вот такую оперативную информацию с самого утра. Ну, а я хочу добавить вот тему, которую говорили мы перед этим, о прекрасных местах, которые любят посещать горожане. Действительно, ледоход — одно из этих уникальных явлений, которые каждый год мы наблюдаем и хотим увидеть первыми. Ну, а прямо сейчас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в России на период до 30-го года. Правительству, как следует из документа, поручено в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Уточняется также, что к целям госполитики в сфере обеспечения безопасности детей относятся снижение уровня детской смертности и детского травматизма, сохранение здоровья детей, защита и обеспечение их интересов, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. Реестр воинского учета заработает к осеннему призыву на срочную службу. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее министерство опубликовало проект, в котором предложило определить сроки создания и введения реестра в эксплуатацию с 1 июля, то есть со дня вступления постановления в силу, по 31 декабря. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для введения и эксплуатации реестра. В Мирном казахская община помогла волонтерам, которые ежедневно трудятся в поддержку участников специальной военной операции. Казахская община Атамикен передала швейные машинки и столы волонтерскому штабу «Золотые руки ангела». Благодаря этому труженицы смогут изготовить еще больше тактических носилок, медицинских сумок и эвакуационных строп для выноса раненых из зоны соприкосновения. Наш проект назывался
своих не бросаем. Мы получили субсидию в размере 290 тысяч. Большая часть этих денег была потрачена и направлена в штаб «Золотые руки ангела». Мы закупили для волонтеров 4 машинки, 4 стола. Сказали, что хорошие, очень довольны. Купили ткань для их работы. Другая часть, меньшая часть этих денег была потрачена на организацию и проведение полевой кухни. В этом году в Якутии завершат один из этапов программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В следующие годы активная работа будет проводиться в районах. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. Программа переселения в республике реализуется четко по графику. Этап, в рамках которого дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будет завершен уже в этом году. Основной упор в следующие годы будет сделан на районы, где есть большое количество аварийного жилья. В том числе это Алданский, Ленский, Верхневилюйский районы, заявил Айсан Николаев. Якутский фильм завоевал гран-при международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нарпенок» в Бурятии. Так, режиссеру Никандру Федорову с работой «Как починить велосипед» удалось обойти конкурентов из Ирана, Китая, Индии, Казахстана, Армении и Турции и завоевать сердца жюри фестиваля. Фильм «Как починить велосипед» рассказывает историю мальчика с Реала, который сломал велосипед и убежал из дома, боясь, что его накажут. С этого и начались все его приключения. Утро Якутии мы продолжаем. В первой части программы поговорили о том, куда же выезжают жители Якутска в весенние дни, чтобы насладиться красотами природы. Ну а вот суммарно, по данным Ростуризма, за последние 10 лет туристический поток в Арктику вырос более чем в 1,6 раза. Арктика и северные регионы Якутии являются привлекательным направлением для искушенных туристов, хотя из-за низких температур и пустынных ландшафтов северные территории одни из самых неприспособленных к гостям. Поездка в самый отдаленный Момский район может быть как суровым испытанием, так и открытием для большинства россиян. Дикая первозданная природа, красивые пейзажи, рыбалка привлекают все больше не только российских, но и иностранных туристов. В этом лично убедилась Ирина Григорьева. Аркадий Корякин работает в парке больше 10 лет. Каждый год по реке Мома везет туристов на большую Момскую наледь. Туристы в основном иностранцы, которые давно облюбовали эти места. Мало кто ездит. На винтовых очень сложно ехать, только на водометах обычно осенью. Летом бывают туристы, их тоже на винтовых. Ну и когда вода маленькая, мы их на водометах возим. Несмотря на сложность поездки, впечатления от увиденного того стоят. Вдоль берегов Момы бесконечно тянутся Улаханчистайские и Момские хребты. Особенно завораживают летом заснеженные горы и местный пейзаж. Можно увидеть конус потухшего вулкана Балаган-Тас, высота которого достигает 992 метра. Наверху есть геодезический знак, возле которого туристы и участники научных экспедиций оставляют памятные записки. Через несколько часов мы прибываем в местность, где находится Большая Момская наледь. Большая Момская наледь находится в километре ниже устья Эйюмю. Эйюмю в переводе с эвенского языка означает «незамерзающая река». В разное время года эта наледь может достигать и протянуться до 30 километров. Большая Момская наледь – это слоистое ледяное тело, которое образуется зимой путем замерзания речных и подземных вод. В течение зимы наледь постепенно увеличивается. К концу марта ее длина превышает 30 километров. Это очень красивый участок реки, привлекающий спортсменов-водников, а также фотографов, которые мечтают запечатлеть уникальную красоту. Туристы в отдаленном арктическом регионе появились благодаря известному фотографу и путешественнику Сергею Карпухину. Впервые он посетил Момский район несколько лет назад. Теперь он водит сюда экстремалов-путешественников со всей России. Все это относится к глобальной горной системе Черского, по площадь занимающей больше, чем даже, например, Кавказ, горная система Кавказа. Пожалуй, это одна из самых крупных географических единиц, которую нанесли на карту не так давно. Дикая первозданная природа, красивые пейзажи, рыбалка привлекают все больше иностранных туристов.
Госинспекторы природного парка встречают на кордоне всех туристов и помогают им добраться до места назначения. Туристы и иностранцы вот больше чем интересуются. Насчет природы спрашивают, как живем здесь, как работается. Один раз иностранцы приезжали, да, вот интересно, французы, ходят и сырые грибы кушают. Просто так. Прямо вот берут, ходят. Берут и кушают сырыми. Спрашиваем, а вдруг ядовитые? Они говорят, у вас на севере здесь ядовитых нету. Рыба интересуется очень, говорят, вот такие большие рыбы. У них, например, на Франции, там на реке Сене, рыбу ловят и не едят, они выпускают. А у нас живую вот поймал, жарил или сырую, вот так приготовил индийский салат и кушаешь, они интересуются, вот интересно им очень. По словам госинспекторов, большинство туристов, которые едут в Момский район, хотят попасть именно сюда, на Большую Момскую наледь. Ведь именно здесь они ощущают всю мощь природы. Все, что волнует людей в больших городах, остается далеко за полярным кругом. Здесь успокаиваются мысли, забываются проблемы, а главное, Арктика мистическим образом влюбляет в себя раз и навсегда. Всех, кто сюда приезжает и хотя бы один раз увидел, как танцуют Момские горы. Вот такие прекрасные виды в очередной раз подтверждают, что туризм еще такой эстетический можно найти здесь, на родине, в Якутии. Огромное количество территорий, не тронутых человеком, а если тронутых, то не так как-то радикально, как во всем остальном мире. Вот конкретно про местный туризм, и в том числе и экстремальный, поговорим с нашими гостями. Любительницы туризма, назову я вас так, Мария Румянцева и Ольга Жданова. Доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, мы уже за эфиром с вами пообщались, то есть вы, можно сказать, сегодня представляете даже целую группу единомышленников, помимо вас еще много человек. Вот расскажите, с чего началось увлечение туризмом, как удалось вокруг себя вот единомышленников собрать? На самом деле получилось так, что изначально мы единомышленников не собирали. Мы дружили большой дружной компанией, несколько человек, и, собственно говоря, начали выезжать просто на Лену на острова летом. Потом как-то так переросло в то, что мы приобрели катамаран, пошли на Амгу, пошли на Синюю, пошли на Восточную Хандыгу. Сложность рек увеличивалась, и, соответственно, те люди, которые было уже не по вкусу, отсеивались, пришли в группу уже люди, которые были настроены более по-боевому. То есть у нас пришли уже пешие туристы, у нас пришли альпинисты и туристские гиды. То есть получается так, что именно тот костяк, который существует на самом деле сейчас, он состоит из люда такого туристического, истинно туристического. У нас в группе получается человек 6, но человек 16, но получается так, что ходит очень по-разному. Может пойти 6 человек, может 10. Много походов выходного дня. То есть мы уходим в малые реки, выбираемся, если, например, раз в год, 2 раза в год, выбираемся какие-то большие походы, если есть возможность. Но я вот перебью, простите, то есть все-таки туризм у вас не только про водный туризм, то есть не только сплавы. Да. Мы недавно ходили на Конкеме 7 мая. Это отличная картинка. То есть это мы обычно вот этим походом мы начинаем открытие, даже уже можно сказать, вот это это открытие сезона, да. Это мы в апреле. Расплавляемся в апреле. То есть еще вот снег можно видеть лежит. Да, да. Это акватория около ТЭЦ, то есть там получается у нас вода всегда теплая, то есть есть возможность, соответственно, попробовать лодочки, новое снаряжение, погрести перед какими-то более такими... На этом сплаве у нас было 2 новых суденышка. Да, Покрафта. Да, соответственно, их
попробовали. Вот видите, у нас получается как бы через Целое испытание спуститься с Да. этими плавсредствами. А вот это, да, а вот это кенкеме, вот так как у нас была очень высокая вода, видите, как мы Аласкарла, выбирались. это мы выбирались, а лодочки у нас за спиной. Да. Ну вот, кстати говоря, про вот выбирание, Мария, а вот вообще как-то помимо того, что вот у вас есть, да, какое-то вот сообщество небольшое, помимо этого популяризации спорта как-то занимаетесь сегодня? То есть продвигаете это в массы? Да, мы планируем в этом году провести свое мероприятие для продвижения именно не экстремального, а именно просто водного. Хотим собрать сплавщиков на Покрафте, на Сапе, Да, то есть на байдарках. Все надувные суденышки хотим, есть такие у нас планы, сделать небольшой такой фестиваль водного туризма. Не такой спортивный, может быть, но объединяющий в себе, может быть, которые делают первые робкие шаги в водном туризме. Просто чтобы Потому что надо люди всегда знали, что учиться и учиться безопасности на воде. Вот именно это у нас как бы краеугольный камень наших путешествий всегда. Ну, это вот мы сейчас сказали с точки зрения именно продвижения, а есть ли вот, ну, как говорится, обратная ситуация, когда люди сами уже приходят, а можно как-то к вам, с вами? На самом деле так и есть, потому что у нас раз в год проводится фестиваль спортивного туризма в городе, и по итогам, мы всегда на нем выступаем, и по итогам его к нам приходит, мне постоянно, например, частенько приходят звонки, просят проконсультировать насчет снаряжения, насчет приобретения каких-то там нюансов, насчет безопасности и так далее. То есть постоянно, то есть это мы уже знаем, после фестиваля идут обязательно звонки, обязательно обращения. Вот, говоря про безопасность, все знают, что в принципе вот, туризм, когда вот многодневный, да, он куда-то за пределы города, ну, за далекие пределы, все-таки это нужна серьезная подготовка. Вот как вы этот вопрос решаете? То есть это и какое-то снаряжение для безопасности, предупреждение, может быть, определенных каких-то, там, то же самое МЧС, там, службы спасения, физическая подготовка. Ну, это обязательно. Ну и еще мы тренируемся на воде и со спасателями, и сами стоим прямо на точках. Например, вот эта бурная речка, например, маленькая, Кюрилюр, да, когда мы вот тренировались, мы все стояли как бы на точках спасения. Отрабатывали спас-работы сами тоже. То есть в случае чего, если что, это... А за время ваших выходов, заплывов, скажем так, случались какие-нибудь, ну вот, может быть, нестандартные, ну, скажем так, нештатные ситуации? Конечно, да. Но на самом деле для того, чтобы они всегда, так как мы занимаемся экстремальным туризмом водным, так или иначе они всегда могут произойти. Поэтому мы действительно отрабатываем, как Мария сказала, какие-то моменты. Обязательно соблюдаем одежду. То есть у нас есть и неопреновые костюмы для холодной воды. Мы длинные сапоги не одеваем. Что еще делаем? У нас обязательно специальные жилеты, то есть нужно обязательно, когда выходим на воду, сконтролировать так, чтобы были паховые ремни затянуты, чтобы жилет не спал. Обязательно, чтобы никаких лишних веревочек не было, чтобы у нас были каски. То есть у нас все для холодной воды обязательно, как вот Мария сказала, костюмы. То есть и определенный алгоритм действий мы всегда проговариваем. У нас было, конечно же, то есть у нас 2 года назад был первый проход Курулура, то есть по высокой воде. Мы проходили на катамаранах и проходили на покрафтах. То есть, конечно же, были кили, так называемые, да, то есть когда лодка переворачивается. У нас спас-работа отработана, и, в принципе, и на КТМ у нас это было. Мы все действуем по определенной схеме, и, в принципе, достаточно успешно. И сами отрабатывали эскимовский киль. Ну и последний вопрос, буквально в 2 словах, не больше. Возможно ли путешествовать по Якутии? Конечно. Да. И очень даже хорошо, я так понимаю, очень неплохо. Спасибо вам большое. Ну, желаю, что еще больше людей появится, приверженцев ваших выходов, ваша группа разрастется. Ну а мы продолжаем. Утром часто бывает так, что нужно, собственно, приготовить несложное, но питательное блюдо. Лучше всего для этого подходят бутерброды с печенью трески. Неплохо украсят они и праздничный стол, к тому же отнимут совсем немного времени. Тресковая печень относится к деликатесам. Она богата витаминами и полинасыщенными кислотами, которые несут большую пользу. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Мы сегодня с вами возьмем полезный хлебушек с модифицированной мукой,
то есть мука, в которую добавлены разные другие добавки, например, ржаная мука обдирная. Здесь есть семечки льна, подсолнечника, это все повышает энергетическую ценность хлеба. И вносит туда дополнительно разные витамины и полезные микроэлементы. Вот. Кусочки мы подогреем на сковородочке. Гретый хлеб, он всегда вкуснее. Ну и теперь самый главный ингредиент нашего блюда, собственно говоря, это печень трески. Чем полезна печень трески? Это единственный продукт в мире, у которого содержание витамина D на 100 грамм превышает потребности суточные потребности организма более чем в 6-7 раз. То есть таким образом, когда мы съедаем совсем небольшое количество печени трески, мы получаем абсолютно естественный витамин D, который очень нужен для нас, людей северных. Этот продукт можно есть, получается, достаточно употреблять раз в неделю, в 10 дней, и мы будем закрывать свои потребности в этом витамине. Немножко расскажу о том, как выбрать печень трески в магазине. Желательно покупать печень трески дальневосточного производства. То есть обращайте внимание на надписи на упаковке. В производителях должны быть указаны какие-то фирмы, расположенные в нашем Приморье, которые находятся близко от нас. Также обратите внимание на ценовой диапазон. Печень трески с икрой трески – это не совсем будет уже печень, там будет очень много внесено разных субпродуктов, и, соответственно, полезность будет понижена. Если покупаете просто печень трески, обращайте внимание также на цену и на производителя, потому что версии подороже, они будут содержать в себе цельные кусочки печени. Иногда в измельченные попадает желчь, это приносит печени горьковатый вкус. Собственно говоря, хлеб у нас готов. Он даже уже слишком подрумянился, пока я тут говорила. И открываю с вами баночку. Так, смотрим. Нас сегодня в магазине не сильно обманули. Смотрите, печень осталась целиковая. Мы просто выкладываем ее на хлеб. Не боимся измазаться. Растительное масло, конечно, в данном случае оно выступает только консервантом, его есть не надо. Так, если вам неудобно есть крупные кусочки, я, например, люблю вообще ничего не делать, просто так, вы можете эту печень легко разломать обычной ложкой и сделать из нее прямо на бутерброде небольшой аналог паштета. И мы с вами немножко сегодня украсим печень трески веточками петрушки. Мы сегодня приготовили очень простой, но при этом полезный завтрак. Это бутерброд с печенью трески. Бутерброд придаст вам сил и энергии, потому что у витамина D, который содержится в печени трески, есть замечательная способность улучшать настроение. Так что приятного вам аппетита и хорошего дня! А после хорошего завтрака хозяева домашних своих любимцев, как правило, могут выйти на прогулку своими животными, своими домашними питомцами, и после которой, конечно же, приходится иногда чистить и лапы. И вот в рубрике «Мой питомец» сегодня мы как раз расскажем, поделимся лайфхаками, как же максимально просто эту процедуру провести. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать об уходе за лапками наших собачек. В первую очередь, конечно же, это когти. Многие владельцы очень боятся стричь когти дома. Не нужно этого бояться, нужно просто вовремя к этому подходить. Хочу немножко рассказать о росте когтя. Коготь у нас растет вместе с так называемой живой частью. Живая часть – это сосуд, который находится внутри когтя. Когда мы коротко обстригаем коготь, у нас оттуда идет кровь. И это самый страшный страх всех владельцев. Чтобы понять, насколько коротко мы отрезаем наш коготочек, мы можем это понять, отрезав немножечко
И когда мы увидим черную точечку внутри когтя, значит, мы дошли до живой части, и дальше уже срезать не нужно. Для этого мы используем когтерезы. Нужно использовать хорошие, дорогие, профессиональные когтерезы для того, чтобы избежать того, что коготь начнет крошиться. Потому что, когда коготь крошится, он доставляет боль и неудобства нашему питомцу. Но ситуации у нас случаются разные, и в случае того, что если вы задели живую часть, этого бояться не нужно. Нужно использовать перекись водорода, которую мы нанесем на ватный диск, смочим коготочек и прижгем его марганцовочкой. Марганцовка должна быть у нас в кристаллах. Мы прижигаем коготочек марганцовкой, тем самым запечатывая сосуд, из которого прекращает идти кровь. Это все не так страшно. Стричь коготочки нужно обязательно хотя бы раз в 2 недели, чтобы избежать того, что когти начинают закручиваться, врастать в подушки. Также длинный коготь очень сильно сказывается на суставах наших собачек. Это все очень вредно и очень опасно. Если вы сами боитесь стричь коготочки своим питомцам, обращайтесь в ветеринарные клиники и салоны нашего города. А тем временем в столице региона сегодня впервые открывает свои двери новый музей истории фармацевтики Якутии. Новый уникальный музей находится в здании Сахафармации и уже с сегодняшнего дня приглашает жителей и гостей столицы окунуться в историю развития фармацевтики в регионе. Что можно здесь увидеть, нам расскажет Дмитрий Тымыров. Попадая внутрь музея, складывается впечатление, как будто ты находишься в лаборатории. И только увидев стенды с историческими данными, ты понимаешь, что это музей фармацевтики. Здесь собраны уникальные экспонаты, начиная от простых таблеток и тюбиков, заканчивая шприцами и мебелью 20-х годов, которыми пользовались фармацевты в те далекие годы. Но вот это наше самое старинное историческое издание, которое сохранилось. Оно, раньше, в 20-е годы, как говорится, были почти в каждой аптеке, потому что здесь было очень удобно ложить медикаменты под наименованиями, например, указанные. И вот оно сохранилось у нас. В сборе таких уникальных экспонатов свою лепту внесли, конечно же, аптеки республики, у которых сохранились такие вот вещи. Например, бинт 1972 года или оправа очков и линзы к ним. Были раньше береты, которые пользуются для кислот, например. Все. И вот разливы такие вот были. Забавно, конечно. Так что вот сегодня ими не пользуются, только в редких случаях, где аптеки есть, сохранились производства. А так уже все автоматика. Вот. Здесь у нас стекло обычные, мерочные. Раньше же пользовались все вручную делали. Поэтому как-то так вот это самое. Вот даже сохранились ванночки для глаз, для промывки. Пипеточки. Сейчас уже все современно, все по-другому. Вот также бутылочки разные сохраненные для мазей, для этих. Вот фарфоровые даже есть ступочки, которые порошки размельчались маленькими этими. Где-то у меня эти были. Вот они. Видите, как они обрабатываются. Все это делалось раньше вручную. На стендах информация о создании первых аптек в Якутии и о людях, которые внесли свою лепту в это дело. В целом, очень интересный музей, так что если у вас будет время, можете смело его посетить. Для тех, кто интересуется историей развития фармации и аптечного дела, приглашаем посетить наш музей. В честь нашего дня фармацевтического работника, пользуясь случаем, хочу поздравить наших коллег по всей республике с замечательным нашим профессиональным праздником. Мы продолжаем дело наших ветеранов и занимаемся лекарственным обеспечением населения, несмотря на транспортную доступность, несмотря на отдаленность, всем жителям республики стараемся доставить высокоэффективные, качественные и безопасные лекарственные препараты. Поздравляем всех наших коллег, желаем всем здоровья, счастья и, конечно же, успехов в своей нелегкой трудовой деятельности, посвященной делу охраны здоровья населения. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск.
А 19 мая называют днем рождения пионерской организации. В советское время это был один из главных праздников школьников от 9 до 14 лет. Сейчас эта дата объединяет всех, кто сохранил память о том, как был пионером, кто знает и помнит историю своей страны. Ирина Жданова продолжит тему. Пионерская организация просуществовала 69 лет. Сейчас массовое празднование с парадами пионеров по всей стране остались в прошлом. Но некоторые традиции все-таки сохранились и стали основой для нового праздника, который пришел на смену Дня пионерии. Это День детских общественных организаций и объединений, который тоже отмечается 19 мая. Валентина Христенко прошла путь от пионера до директора Дома пионеров. И на личном опыте знает все об этой системе воспитания, о занятости детей и о том, как воплощать идеи в жизнь пионерского движения. Конечно, ведущим что было в работе? Это забота друг о друге, это отличная учеба, да? Это воспитание, значит, там, уважение к старшим. Естественно, патриотизм. Это всегда было. Всегда. И мы встречались, вот эти сборы мы проводили. И сборы 3 поколений, где встречались пионеры, комсомольцы, коммунисты, ветераны войны. Вот. И каждый рассказывал о себе, о своем времени, вот, расширяя кругозор ребят, обогащая их. Вот это, да? Ну и, конечно, ребята тоже старались быть похожими. Та закалка, которую получили в пионерской организации, сегодня помогает быть готовым к участию в решении любых вопросов. Потребность в активной деятельности не дает бывшим пионерским вожатым, таким как Валентина Николаевна, оставаться в стороне. Почаще рассказывайте о нашем пионерском детстве. Почаще рассказывайте о тех добрых делах, которые мы проводили. Это и сбор макулатуры, сбор металлолома, например, для того, чтобы построить, сдавали, получали деньги для того, чтобы построить Анадырь, Анадырский дворец пионеров. Понимаете? И как мы потом гордились этим, что вот и наша тоже маленькая, пусть там маленький рубль или копеечка, они тоже, значит, помогли открыться этому Дому пионеров. Пионерская атрибутика – это красный галстук, значок, барабан, горн – то, чего уже не увидишь в современной школе, но что бережно хранится в музее как память и история нашей страны. При вступлении в пионерию ребята давали клятву. Я такой-то, вступая в ряды пионерской организации, обещаю выполнять все законы, любить свою родину, Советский Союз, и выполнять все законы, которые от меня требует моя страна. Тот, кто был пионером, вспоминает чувство гордости и радости. Для людей того времени это насыщенная жизнь, песни у костра, ответственность за общее дело. И сейчас День пионерии объединяет не одно поколение россиян, граждан разных стран. И этот праздник памятен и дорог всем тем людям, детство которых было пионерским. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а впервые на телеканале Якутия-24 проходит песенный конкурс, точнее даже уже завершается. Конкурс называется «Вот это да». Участвуют в нем вокалисты из промышленных районов республики и города Якутска. И уже в это воскресенье, 21 мая, состоится финал конкурса, где определятся самые лучшие исполнители по мнению жюри и по выбору вас, уважаемые телезрители. И, собственно, в преддверии вот этого знаменательного финального дня сегодня в нашей студии победительница отборочного этапа в городе Якутске по решению жюри Елизавета Глаголева. Елизавета, еще раз здравствуйте. Мы с вами в микс-зоне тогда на конкурсе уже пообщались. Сегодня можем пообщаться чуть более развернуто. Эмоции у вас уже утихли. Ну и, наверное, первый главный вопрос. Была ли для вас ожидаема вот эта победа, назовем это так? Ну, скажу честно, нет, было неожидаемо, потому что участники все были разнохарактерные, все они были интересные, со своей изюминкой. Поэтому это, можно было сказать, чисто наугад. Хотя очень хотелось мне пройти. Кто-нибудь, ну, тоже вот я задавал тогда еще вопрос, кто-нибудь за вас болеет, кто-то сегодня смотрит ли телевизор, смотря на вас. Может быть, кто-то позвонил сразу, как узнал, что вы прошли в следующий тур, поздравил? Да, меня поздравили очень сильно коллеги. Это самые, наверное, первые люди, которые мне написали. Также, конечно, смотрела моя семья, которая проживает далеко, в городе Мценске, также которая семья нынешняя моя, которая вот в Якутске. И множество разных друзей, которые находятся по всей России, начиная с юга, заканчивая даже до севера. Вот. Исполняли вы песню «Я любила сокола», такая как бы народная почти, народной такой стилистики. Почему выбор пал именно на эту песню? Я скажу даже больше, что это даже не народной стилистики, а это именно фольклорная песня. Она была написана в военные времена, просто это считается поздним фольклором. И
песню это была... Я эту песню исполнила, потому что это одна из моих любимых песен. В этой песне можно прочувствовать все эмоции той боли и той горести, которая проходила в те периоды. Очень сильная песня, и я посчитала, что она очень хорошо подойдет для конкурса. Ну вот хочется немножко попасть, так сказать, во внутрянку конкурса, да, может быть, приоткрыть какую-то завесу, ширму для наших телезрителей. Как вообще конкурс, ну вот, во всяком случае, до отборочного этапа, как он проходит? То есть до этого был конкурс «Танцуй», к примеру, да, мы очень часто обсуждали с участниками, как они тренируются, репетируют и так далее. Здесь в песне что-то по-другому, меньше репетиций, может быть, просто оставили заявку, сразу пришли на эфир. Как это все проходило? Нет, конечно, мы такие же работяги, мы также работаем, мы каждый день отрабатываем. Как говорится, никогда мы не можем закончить, научились петь и все. Нет, мы всегда учимся и превышаем свои навыки, которые уже у нас есть. Поэтому, когда еще я подала заявку, нас, конечно, пригласили на прослушивание, чтобы послушать, посмотреть, кто как выглядит. И вот мы пришли, нас прослушали, и далее уже меня именно пригласили на полуфинал. Зеленый свет да, получили. Что-то вот участие, впереди еще, да, финал, тем не менее, ну, пока будем говорить, наверное, до этапа вот отборочного, который вы уже прошли, чему-то, что-то участие в конкурсе вам уже дало, можете это сказать? Мне это дало новые ощущения, новые эмоции, потому что я в телевидении еще в таких телевизионных конкурсах никогда не участвовала, и для меня это очень большой опыт, поэтому можно посмотреть тогда вот по выпуску, что я очень сильно переживала, что даже не могла ничего сказать в какой-то момент. Но это то, что хочется испытывать, это те эмоции, которые тебя заряжают, и ты дальше хочешь творить и дарить людям эмоции. Ну вот сразу говоря про фразу, что никогда в телевидении не выступали, на телевидении, на камеру, почти все участники так или иначе где-то на сцене, ну, имеют свою аудиторию, выступают постоянно. Большинство из них, да, впервые попали вот именно в телестудию, камеры и так далее. Разница вот этих выступлений? Да, конечно, есть. Даже, я скажу, колоссальная, потому что, будучи выходить на сцену, у нас большой поток зрителей. Мы выступаем для зрителей, мы им даем эмоции, и эмоции получаем взамен. А все-таки, когда мы выходим в телевидение, вот в полуфинале у нас не было никаких зрителей, были только зрители, это наши жюри. Вот. И тут ты уже работаешь чисто только на жюри, и эмоции получаешь из себя. Вот. То есть такая как бы замкнутая система получается, энергообмена, что ли? Ну нет, не скажу, все равно это эмоции есть, но просто не в таком большом количестве. Ну и завершая, наверное, нашу беседу, в финале уже можете ли сказать, что будете петь, или до конца сохраните тайну, чтобы для всех было сюрпризом? Нет, конечно, я скажу, что я буду петь, потому что я думаю, какая разница, все равно тайна становится явной всегда. Все равно главное услышать, как это поется, да. А не что будет петься. Я собираюсь петь песню орловского композитора «Моей Родины», Евгения Дербенко, песню «Раздайся, народ». Она тоже народная, просто она имеет автора. Ну, Елизавета, желаем вам удачи. Надеюсь, во всяком случае, я так понимаю, цель минимум вы уже выполнили, пройдя в финал. Тем не менее, всегда можно расти дальше, ставить следующие цели. Надеюсь, все у вас получится. Желаем удачи. Вас, телезрители дорогие, призываем 21 мая, конечно же, прильнуть к экранам и посмотреть выступления всех конкурсантов, потому что от вашего решения при помощи СМС-голосования определится второй победитель. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Зарплаты россиян в номинальном выражении за прошедший год выросли в среднем на 13%, в реальном на 3%, сообщил премьер Михаил Мишустин. Во время совещания с правительством президент Владимир Путин попросил доложить о том, насколько выросли зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы смотрели пока предварительные данные, в реальном 3%, а в номинальном примерно 13%. Это год, ответил глава Кабинета министров. Он пояснил, что официально итоговые статистические данные еще только предстоит опубликовать. Федеральное агентство по делам национальностей подготовило изменения в закон о национально-культурной автономии. Проектом предусматривается, что в законе появится новая общая категория объединений – национально-культурные объединения. Согласно предложенному определению, национально-культурное объединение – это некоммерческая организация, учрежденная физическими или юридическими лицами для осуществления деятельности, направленной на сохранение национальных самобытностей, языков, культуры и традиций, развитие межнационального сотрудничества, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. К фестивалю «Якутская музейная неделя» в музее имени Ярославского открылась выставка художника-керамиста, педагога высшей категории, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств республики Марии Гуляевой-Тойя под названием «Песнь глины из глубины веков». На выставке представлены все виды керамического искусства, где можно увидеть декоративно-расписные вручную тарелки, куда нанесены сцены из традиционного уклада жизни народа Саха. Также выставку дополняют работы учащихся детской художественной школы и старинные предметы из керамики 17-18 веков из фондов Якутского музея. Примерно за 30 лет, с 89 года, работаю, детей учу. Вот, с годом педагога и наставника мне повезло делать эту выставку с учениками, потому что я совсем недавно, в феврале-марте, еще делала небольшую выставку в музее Хамуса. Вот. А так это по технологии довольно сложное дело, и делать сразу вторую выставку следом было, конечно, очень трудно. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет видеть представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации на Олимпийских играх. Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят. Надеюсь, что большее количество федераций будут соблюдать наши рекомендации. Важно, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов имели возможность участвовать в Олимпийских играх, сказал Бах. Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживающих спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. В субботу, 20 мая, в Якутске состоится спортивно-массовый забег «Зеленый марафон». В этот день утром на 2 часа перекроют улицу Аюнского и Сергелякское шоссе, сообщает пресс-служба окружной администрации. Так, с 10 до 12 часов проезд для транспорта ограничат по улице Аюнского на участке от перекрестка с улицы Каландришвили до перекрестка с улицы Дижнева и по Сергелякскому шоссе на участке от перекрестка с улицы Автодорожной до перекрестка с улицей Красильникова. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Я напомню, что продолжается в Телеграме, в нашем канале розыгрыш. К сожалению, эфирное время не позволяет прямо сейчас подвести итоги, но мы обязательно в Телеграме все опубликуем. Ну а закончим наш эфир по традиции музыкой. Как раз таки Елизавета Глаголева «Я любила сокола». Вашему вниманию и отличных вам выходных. До встречи.